На сегодняшний день, как вы сами видите, мы находимся в котельной Джала, название Ротор. На сегодняшний день в этом котельне сжигание угля полностью прекращено, отопление, сжигание ведется газовым, то есть альтернативными видами топлива. Да? До этого ранее этот объект отапливался углем от 20 тонн и более. Да? По расчетам нашего отдела, от 1 тонны угля в среднем в атмосферу выходит от 43 до 100 килограммов выбросов. Да? В связи с этим на сегодняшний день в целях снижения загрязнения воздуха в городе Бишкек распоряжением председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Усенбековича Джапарова создана и работает межведомственная рабочая группа по исследованиям, проведенным Всемирным банком и Корейским фондом. Загрязнение в основном в Бишкеке приходится частный сектор, это стоит у нас на первом месте. Как вы знаете, в Бишкеке 47 жилых массивов, и большинство из них топятся углем. На втором месте у нас стоит это автотранспорт. Автотранспорт тоже очень влияет, особенно вот эти бусики, большегрузные машины, которые ездят на дизельном топливе. У нас проводится совместный рейд с УПСМ Павломинского района. Только что проверили грузовик марки КАМАЗ. У нас составила 69% дымность, норма 50%, значит соответствует норма. Все. У нас норма дымности 50%, а здесь 63%. Значит, превышает норму на 13%. Как вас зовут? Володя. Володя Байке. Наша цель не штрафовать вас, и вы своему хозяину передайте. В следующий раз такого не будет. Уже мы будем принимать меры. Ну, доведите просто до сведения. Я не на себя работаю, я работаю на государство. Все, договорились, доведите до своего руководства. Сделайте, пожалуйста, а то дымность, он влияет очень. В городе Бишкек смог. Мы сейчас работаем в целях предотвращения этого. Убедительная просьба вас посмотреть. ДВС. Разговора. Все, спасибо, Володя Байке. До свидания. До свидания. Удачи вам. Вам тоже. Проводится проверка автотранспортных средств на содержание вредных веществ в выхлопных газах. По заданию межведомственной комиссии во главе с министром природных ресурсов нам была поставлена задача об усилении работы по проверке автотранспортных средств именно на дымность и на выбросы загрязняющих веществ. Сегодня проведена проверка автотранспортных средств и проведены разъяснительные работы среди водителей о недопущении загрязнения атмосферного воздуха с вредным выбросом выше нормы. В плане экологии у нас на сегодня ведется, согласно проекта ЕБРР, под рекультивацию у нас на сегодня находится 33 гектара, которые ведутся работы, сделаны 60% этой работы под рекультивацией. Это старая свалка, еще с советских времен, 1979 года. По посадке сразу можно сказать, что на сегодня на территории нашего полигона, Бишкекского санитарного полигона, посажено 3000 саженцев. Это деревья, которые именно засухоустойчивые и приживаемость у них хорошая. Территория под посадкой примерно около 5 гектар.
В прошлом году мы посадили на 2 гектарах 850 деревьев. В этом году мы посадили еще дополнительно 2500. Помимо еще вот дымность пропала, жалобы уже... Да, вы можете, вот, если назад посмотреть, вы можете видеть, да, что полностью локализован пожар. Это в прошлом году мы еще в мае месяце потушили его, нету задымления. Ну и, как вы можете, вот, сами можете почувствовать, да, запах свалки полностью пропал. Соглашение совместно мэрия, кабинет министров и китайская компания по строительству завода по утилизации отходов с выработкой электроэнергии и тепловой энергии. Ну, это также экология. Да, да, это все будет влиять на экологию. Все отходы, которые будут доставляться сюда, они будут термически утилизироваться на этом заводе.